Эдуард Варлянович, расскажите, пожалуйста, о проделанной работе Минздравом за прошедшую неделю. Вчера было выездное заседание оперативного штаба. Наши коллеги приехали вместе со мной в город Гудауту, провели оперативный штаб, обсудили все рабочие моменты касательно наших пациентов, которые находятся в Гудаутском ковидном госпитале. Проговаривали спектр вопросов по наполнению дежурных бригад, проговаривали по лекарственному обеспечению Гудаутского ковидного госпиталя, обсуждались вопросы разного характера, в том числе и обсуждался вопрос по установке дополнительного дизель-генератора резервного для Гудаутского ковидного центра. Мы все прекрасно понимаем и знаем, что у нас предстоящие весенние и зимние периоды происходит отключение электроэнергии, и для того, чтобы не было сбоев в электропитании, один дизель-генератор, который стоит, мы его хотим дополнительно еще продублировать запасным дизель-генератором. С этим обращением оперативного штаба я буду выходить на координационный штаб с просьбой учесть наши пожелания. Также хочу еще пояснить по санэпидрежиму. Мы закрыли на обработку, на мойку отделение второго этажа инфекционного корпуса. Также в основном корпусе закрыто отделение на мойку, отделение второго этажа частично, и закрыто полностью отделение третьего этажа. Сейчас проходит обработка, санобработка этих помещений, будут взяты в последующем пробы, посевы, все как должно быть по санэпидрежиму. На данный момент хочу вам сказать, что в Гудаутском ковидном госпитале находится 42 пациента, работы по лечению продолжаются. Работает ли исправно КТ в Гудаутском ковидном госпитале? Да, после того, как мы провели оперативный штаб в Гудаутском районе, далее я выдвинулся с моими коллегами, уже непосредственно провел рабочее совещание в Гудаутской ЦРБ с руководством. Больницы обсудили текущие рабочие вопросы. Далее зашел в отделение компьютерной томографии, посмотрел работу компьютерного томографа. На тот момент, как мне доложили, было произведено 111 исследований. С момента ввода его в эксплуатацию компьютер работает в штатном режиме. Как вы оцениваете эпидемиологическую обстановку в стране на сегодняшний день? На сегодняшний день эпидобстановка остается сложной, но контролируемой. Мы понимаем, что мы находимся на уровне определенного спада заболеваемости, и чтобы его удержать, нам надо, еще раз обращаясь к нашим гражданам, соблюдать все рекомендации нашего медицинского сообщества. Мы отдельно проговаривали на оперативном штабе, и сегодня на заседании Кабинета министров этот вопрос я дополнительно поднимал, так как наши граждане, когда приводят детишек в школу, сейчас начались школьные периоды, учеба в школах, начинают наши граждане, родители, в частности, скапливаться у входа в школы. Это способствует, наоборот, распространению заболевания, поэтому еще раз отдельная персональная просьба уже к нашим уважаемым родителям, наших детей, которые идут в школы, не скапливаться у входов, соблюдать социальную дистанцию, это важно, для того, чтобы эту цепочку разорвать заболеваемости. Эдуард Варлянович, на этой неделе МКК оказала нам помощь, в виде чего она была? Да, Международный комитет Красного Креста доставил в Абхазию оборудование для пунктов вакцинации. Представители районов не будет необходимости каждый день ездить в Сухум для получения вакцины, они смогут хранить вакцину у себя, так как мы получили 12 комбинированных холодильников для хранения вакцины. Еще Минздрав ожидает еще одну партию оборудования, это морозильная камера на 20 кубов. То есть мы в наши районы перераспределим эти морозильные камеры, холодильные камеры, и уже вакцина, она не будет возиться с центрального склада. В будущем мы планируем ее хранить определенное количество уже непосредственно в ЦРБ. Расскажите о темпах вакцинации и сколько человек на сегодняшний день уже провакцинировалось. На сегодняшний день вакцинировано 2568 человек. Хочу заметить, что темпы вакцинации незначительно снизились. Еще раз призываю наших граждан к тому, что делать вакцину. Вакцина – это наша защита, она спасает наши жизни. На оперативном штабе тоже обратился к нашим коллегам с просьбой усилить темпы вакцинации в районах.
На прошлой неделе Минздрав получил 2 кареты скорой помощи. Кому Минздрав их определил, каким медучреждениям они будут отправлены? Мы получили 2 автомобиля в дар от главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Эти автомобили будут распределены по районам. Один автомобиль будет распределен в город Новый Афон, второй автомобиль будет распределен Минздравом в город Очамчур. На этой неделе жители Сухума передали Минздраву определенную сумму денег. Между какими медучреждениями она будет распределена? Хотел бы выразить слова благодарности всем тем гражданам, которые помогли Минздраву Республики. Горожане Сухума в количестве 88 человек собрали сумму в 1 724 000 рублей. Группа горожан, которая собрала финансовые средства, будут перераспределены по их просьбе в 4 лечебных учреждения. Это первое, инфекционная больница город Сухум, покупка автотранспортного средства для амбулаторного ковидного центра на Красном мосту. Далее средства будут распределены в Очамчурскую ЦРБ и Творчалскую ЦРБ. Заявки, которые будут сформированы из инфекционной больницы, больницы города Творчал и больницы города Очамчура. По распределению сумм, значит, те заявки, которые будут сформированы на сумму 200 000 рублей, пойдет в Очамчурскую больницу, 200 000 рублей пойдет в Творчалскую больницу, 174 000 рублей пойдет на закупку автотранспортного средства для амбулаторного центра, который находится на Красном мосту. И также инфекционная больница получит более 1 000 000 рублей на необходимую помощь в виде заявки, которую они сформируют, будь то медикаменты или там оборудование, это на усмотрение уже администрации Сухумской инфекционной больницы. Мы эти заявки ожидаем, как только они к нам поступят, мы все необходимое по заявкам и в районе этих сумм купим, предоставим, далее отчитаемся уже перед нашими гражданами. И еще раз хочу сказать слова благодарности. Позавчера я ездил с рабочей поездкой в Афонскую больницу. Несколько дней назад открыли дополнительный пункт по взятию материала ПЦР-диагностики на ковид-инфекцию. Теперь в Афоне также будет работать пункт забора биоматериала. Несмотря на то, что у нас происходит определенный спад заболеваемости, мы неоднократно обращались и сейчас в очередной раз обращаюсь. Все это может быть временным, если наши граждане не будут соблюдать меры безопасности, меры санэпидрежима. Только с вашей помощью, обращаюсь к вашему самосознанию, не скапливаться, не ходить на массовые мероприятия. Только так мы сможем побороть этот вирус. Пожалуйста, прислушайтесь к нашим рекомендациям.